Министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг обвинили в пассивности в уйгурском вопросе. В годовщину публикации доклада Верховного комиссара ООН по правам человека об уйгурах оппозиционные партии и правозащитные организации Австралии обвинили министра иностранных дел Австралии в том, что она не предпринимает шагов по уйгурскому вопросу, как и другие страны-партнеры, сообщает Sydney Morning Herald. Оппозиция обвинила правящую лейбористскую партию в неспособности решить проблему нарушений прав человека в Китае и спросила, почему они не ввели санкции и ограничения на поездки, согласованные Великобританией, США и Европейским Союзом. Министр иностранных дел Джеймс Клеверли впервые за 5 лет нанес визит в Китай от лица Великобритании, посетил Пекин и встретился с вице-президентом Хуан Чженом и министром иностранных дел Ван И. Как пишет британская газета The Guardian, Джеймс Клеверли заявил, что было бы ошибкой полностью разорвать связи с Китаем. Глава лондонского офиса Всемирного уйгурского конгресса Рахими Махмуд опубликовал обзор на эту тему в британских газетах The Spectator и The Guardian. В нем он обвинил британское правительство в игнорировании преследования уйгуров и даже соучастии в геноциде этим визитом в Китай. Махмуд также опубликовал открытое письмо министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в Financial Times. Китай поднял свои двусторонние отношения с западноафриканской страной Бенин до уровня стратегического партнерства. Согласно заявлению МИД, председатель КНР Си Цзиньпинь встретился с президентом Бенина Патрисом Талоном, который находится с визитом в Пекине. На встрече в Доме народных собраний после государственной церемонии «Коготь» лидеры договорились о стратегическом партнерстве между Китаем и Бенином. Премьер Госсовета КНР Ли Чан встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, находящейся с визитом в Пекине, и призвал МВФ противостоять попыткам сломать протекционизм, разорвать связи и разорвать цепочки поставок в мировой экономике. Богатый ураном Казахстан хочет иметь собственные атомные электростанции, но для этого потребуется референдум. Президент Казахстана Касым Токаев объявил в пятницу, что будет проведен референдум, чтобы решить, строить ли первую атомную электростанцию в стране. Французская ракета якобы стояла за авиакатастрофой 1980 года у острова Устика, известный в Италии как трагедия в Устике, в результате которой погиб 81 человек. В интервью газете La Repubblica Джулиано Амато, который 2 срока занимал пост премьер-министра и 1 срок был председателем Конституционного суда страны, высказал важное утверждение, которое было выдвинуто ранее в отношении инцидента, в котором самолет модели DC-9, выполнявший рейс Болонья-Палермо, бывшей авиакомпании Итавия, 27 июня 1980 года потерпел крушение у острова Устика.